Завершен процесс согласования строительства и ремонта дорог на 2020 год по 19 объектам. По словам начальника управления дорог города Якутска Валерия Домотова, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году будет построено 22 километра дорог. Самые большие мегапроекты с 2020 года – это, конечно, начало реконструкции окружного шоссе с увеличением до 4 полос, добавлением велосипедных дорожек. Ну и большой проект по улице Курнатовского, который будет соединять Хатумирасское шоссе, улицу Пилотов. Тем самым мы доступ от Вилюйского тракта до аэропорта сокращаем до 15 минут, разгружаем центральные улицы города Якутска. Также нам предстоит большая работа по круговым развязкам. Мы сторонники того, чтобы сокращать в городе Якутске количество светофорных объектов, разгружать тем самым основные магистральные улицы и транспортные узлы. В частности, это строительство круговой развязки на пересечении улиц Пирогова, Петра Алексеева, Стадухина. И второе – это смещение круговой развязки на перекрестке Гемеина, Сергелясское шоссе. И мы устраняем место концентрации ДТП, это раз. Второе – вот этот участок, который является очень сложным, ввиду того, что в медцентре у нас большая концентрация конечных автобусных остановок. В частности, там порядка 12 маршрутов так или иначе задействованы с данной круговой развязкой, но это, конечно, существенно улучшит транспортную ситуацию в данном квартале. Весной возобновится работа на объектах текущего года. Все новые объекты уличной дорожной сети строятся с освещением и водоотведением. По словам главы города, контроль за дорожными работами должен быть массовым. Весной мы с вами идем и с общественным контролем города, и, соответственно, заказчиками. И, значит, просьба Росдомнии тоже к нам присоединиться. Значит, если автодорожный факультет, институт считает нужным тоже, значит, присоединяйтесь, пойдем проверять уже в нормальном состоянии. Потому что сейчас, ну что греха таить, не было возможности толком все проверить. Меня очень интересует система водоотведения. Да, согласен. Очень меня интересует. Пока я сама не увижу, значит, собственными глазами не удостоверюсь, что вода утекает куда надо, я, конечно, тоже, как все горожане, выражаю некий скепсис. Но посмотрим. Обещают, что все должно быть нормально. Надо убедиться, и как раз посмотрим мы тогда оформление дорог, как поставили бордюры, плотность примыкания, съезды. Вот все, что необходимо, вместе посмотрим. Кроме того, на следующий год продолжится ремонт дорог в пригородах. Помимо работ на основных улицах сел начнется строительство подъездных дорог к кварталам многодетных в Табаге, Тулагина и Хатасах. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. На еженедельной планерке руководителей жилищно-коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций обсудили текущую работу. Руководство автодорожного округа озвучило вопрос ограничения электроэнергии со стороны Якутскэнерго в частном секторе по Покровскому тракту. В результате отключения питания на 4 и более часов в день прекращается теплоснабжение жилых домов с автономным газовым отоплением. И это происходит несколько раз в неделю. Администрацией города принимаются необходимые меры по защите прав и интересов горожан. По этому поводу руководством города Якутска направлено обращение в адрес Слоика, генерального директора Якутскэнерго, также направлено обращение в прокуратуру города Якутска для проведения проверки на предмет нарушения требований по поставке электрической энергии. Также я прошу ЕГРС предоставить информацию о времени отключения данных микрорайонов, в том числе по пригородному, по Покровскому тракту. Информацию направить в управу автодорожного округа и управе автодорожного округа я прошу направить информацию в надзорный орган для принятия мер по существу. Еще один вопрос, по которому власти города обратились в прокуратуру на этой неделе, это обращение с твердыми бытовыми отходами региональным оператором Якутск Экосети в районах, относящихся к неблагоустроенному жилому фонду. Региональный оператор прекратил с октября месяца вывозить мусор с обозначенных кварталов. В данное время вывозом занимается Жилкомсервис за счет собственных средств. Причиной отказа Якутск Экосетей от выполнения обязанностей стало отсутствие мусорных контейнеров. Но и их наличие, точнее содержание и своевременная замена стали проблемой как для управляющих компаний, так и оператора. Согласно закону, ремонт и содержание контейнерных площадок, а значит и самих контейнеров, является обязанностью собственников. Они, в свою очередь, для этого нанимают управляющие компании. В целом же спорный вопрос, кто должен ремонтировать поврежденные баки, появляется вследствие ненадлежащего обращения с ними самими же собственниками. Такие моменты бывают, что баки рвутся, но зачастую рвутся по причине того, что население складывает туда не только коммунальные отходы, бывают жидкие сливают, в том числе и металл скидывают, и в том числе и электромотор от этого также страдает, поскольку у нас
установка гидравлическая часто выходит из строя по причине того, что туда попадает элементарно наш разработки на металл. Так что здесь русская управляющая компания тоже, управляющая организация есть. Тем не менее, на сложных участках баки ремонтируют. То есть мы по умолчанию это делаем, когда управляющая компания нам непосредственно обращается к нам. Ремонт у нас производится, мы его по СССРскому дому ремонтировали, и по жилстандарту ремонтировали, и многие другие по солидарности тоже. Обращение поступает, но мы тем не менее нагрузку несем, не отказываемся по ремонту бака, потому что и покраску тоже у нас осуществляет замену в том числе. То есть здесь мы не отказываемся, надо просто как-то в рабочем порядке вопрос решать. Также на планерке было объявлено о том, что окружная администрация начинает формирование реестра управляющих компаний, готовых взять на срочное обслуживание дома-отказники, то есть те дома, которые остались без управляющих компаний по тем или иным причинам. В реестр будут включены компании, имеющие специальное разрешение. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В пространстве коллективной работы «Точка кипения Якутск» в рамках практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены актуальные вопросы для поставщиков при заключении контрактов. О новых правилах участия в регламентированных закупках рассказала директор Академии продаж электронной площадки OTC города Москвы Юлия Романова. Прежде всего состоит изменение в том, что участники закупок должны регистрироваться по новым правилам. Они проходят так называемую единую регистрацию. Количество электронных площадок федеральных на сегодняшний день 8, но предусмотрен единый механизм регистрации для участия в закупках, что, естественно, облегчает жизнь поставщика. Наиболее интересные изменения произошли, как я уже говорила, для СМП. Это возможность не предоставлять обеспечение исполнения контракта, что, конечно, делает участие в закупках весьма привлекательным для субъектов малого бизнеса. Генеральный директор межрегиональной специализирующей организации «Ценный советник» Виталий Макаров рассказал, почему закупки – это перспективно. На самом деле сейчас, да, закупки – это очень перспективная для бизнеса тема. Потому что здесь без особых рекламных затрат можно продать свою продукцию, товары, работы, услуги государству, в принципе, за хорошие деньги. Вход на данный рынок сейчас для предпринимателей, в принципе, не имеет, для большинства предпринимателей не имеет каких-либо барьеров. До определенных сумм, как правило, 10 миллионов рублей, участники даже никакую квалификацию не должны подтверждать. То есть любой новичок в сфере закупок может легко выиграть аукцион на 5 миллионов рублей и исполнить его без каких-либо проблем. При этом он своевременно, в течение месяца, получит деньги. То есть единственный отрицательный момент, что постоплата. Остальное все очень доступно, соответственно, сейчас самое время участвовать в этих госзакупках. Главная задача практической конференции – повышение уровня профессиональной грамотности заказчиков и исполнителей. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В Большом зале окружной администрации города на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» эксперт-практик с 6-летним опытом работы в сфере регламентированных закупок Виталий Байрышев рассказал о правилах описания объекта закупки для государственных и муниципальных нужд и дал практические советы. Наш законодатель активно над этим работает, делает так называемый каталог товаров, работ и услуг для того, чтобы все заказчики страны использовали единые шаблоны описания закупаемых товаров. Например, молоко, продукты питания, любые другие бытовые товары, то есть для того, чтобы лекарственные препараты покупались все по одним правилам, по одним описаниям. Сложность вызвана тем, что, к сожалению, качество подготовки данных методических и нормативных материалов очень сильно отстает от практики. То есть заказчикам приходится недостатки нормативного регулирования дополнять своей собственной практикой с тем, чтобы получить все-таки необходимый товар и в то же время не нарушать требования действующего законодательства. У нас контрактная система развивается очень активно, постоянно появляются изменения, связанные с упрощением
упрощением закупочных процедур. Сейчас произошла ситуация, связанная с отменой необходимости описания товаров при проведении строительных работ. То есть участникам закупки сейчас гораздо проще поучаствовать в закупке строительных работ капитального ремонта. Не нужно готовить сложную заявку, можно подготовить просто согласие, но тем не менее вопросов и по этой части очень много, потому что данная мера, она работает в очень узком круге, она работает, соответственно, сейчас заказчикам приходится с этими нормами работать и дополнительно их осваивать. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 20 команд, представляющих городские округа, предприятия и пригороды Якутска, приняли участие в конкурсе «Строганина-2019». Фестиваль на самом деле шикарный. И сколько у меня друзей живут не в Якутске, они все следят. И это действительно масштабно. И этот фестиваль, он выходит уже за рамки Якутска давно. И он становится уже действительно федеральным и всероссийского значения имеет. Потому что такого масштаба это очень уникальный фестиваль. И хочется, чтобы он действительно развивался и больше было и спонсоров, и туристов на этом фестивале. Ну, мы приложим все для этого. А строганина была оценена честно и выиграли лучшие. Каждую команду представляли мужчина и женщина. Задача мужчины – разделать рыбу, а женщины – складывать получившиеся стружки в башенку. Оценивались не только скорость и качество строгания, но и высота получившегося деликатеса. Абсолютными победителями и обладателями сертификата на 30 тысяч рублей стали Светлана Павлова и Андрей Бережнов из Октябрьского округа. Представители ДСК выиграли в номинации «Скорость строгания». Им вручен сертификат на 20 тысяч рублей. Такой же сертификат получила команда Сайсарского округа. Она была лучшей в номинации «Качество строгания». Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В общественном центре города Якутска на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены вопросы обеспечения гарантийных обязательств в области строительства. Какими положениями закона о контрактных системах могут воспользоваться заказчики в процессе проведения закупки и о том, как они реализуются, рассказала директор Центра профессионального образования Байкальского государственного университета Татьяна Дорошенко. Много у нас на сегодняшний день возможностей корректировки условий контракта. Вот на конференции мы обсуждаем все эти вопросы, потому что они злободневные, начиная именно с позиции обоснования цены, формирования сметной документации, формирования проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, получения возможности и права участия в торгах, заключения, исполнения самого контракта. Ну и, конечно, вот этот немаловажный момент – это в том числе постройки, обеспечения гарантийных обязательств исполнения контракта. Представьте себе, это на следующее, может быть 3, а в некоторых случаях и 5 лет будет необходимо представить нашему поставщику. Будем надеяться, что все эти изменения действительно положительно повлияют на систему, на ситуацию. Таких закупок будет более качественных много, и это отразится на рынке также положительно, участников будет больше, и эффективность и конкуренция будет достойная. По словам Татьяны Дорошенко, законодатель в последнее время пытается упростить систему контрактных закупок. Сама процедура становится проще, но в сфере исполнения и отчетности еще есть недопонимание между заказчиками и поставщиками.